Целью создания фильма не явилось воплощение художественных идей. Это хронология событий, происходивших на земле Аги летом 2008 года. Мои предки кочевали по этим землям 1000 лет. В огромном котле бытия мы варились, смешиваясь с другими народами, были порой чужими на своей земле и, кочуя по огромной территории от Урала до Пекина, так и остались у своих кочевий, когда в России появились территориальные разделения. Из всех 11 родов хоринских бурят только 8 были вынуждены отправиться на юго-восток в поисках лучшей доли от того, что некий богатый Тайша, получив медаль от белого царя, и вовсе задушил свой народ непосильными налогами. И в конце 17 века первые всадники 8 хоринских родов появились на вершине горы Баян-Саган, и обосновались они тут, на широкой долине Аги. Построили на том холме Субурган, чуть поодаль возвели буддийский храм. Во время больших потрясений начала 20 века, в разгул разрухи и нищеты, революции и коллективизации Субурган был разрушен, как и все другие наши святыни, а восстановлен спустя только 80 лет и действует сегодня как символ благополучия, стабильности и мудрости представителей власти, потомков тех, кто пришел сюда 300 лет назад. Представители агинских 8 родов находятся на пороге необычайного духовного подъема, открыты множество датсанов, построены субурганы, посвященные великим сыновьям 8 бурятских родов. Еще один из разрушенных святынь, родовой субурган агинских бурят Юндын-Шодон, восстановлен. А началось все в 90-х годах 20 века. История начала строительства этого субургана такова. В 1990-х годах настоятель нашего Адинского датсана Жигмитов Золотодарым Базаревич неоднократно говорил о том, что надо построить субурган, посвященный именно нашим предкам, 8 родам адинских бурят. И постоянно задумываясь над этим вопросом, я пришел к выводу о том, что настоящий субурган действительно надо возводить. Поэтому я договорился в 2007 году настоятелем нашего Адинского датсана Бадма Дашигалсановичем, и он действительно подтвердил о том, что действительно вот такой субурган раньше был до 20-х годов. Наши 11 буряты, наши земляки поклонялись этой местности, и получив согласие настоятеля нашего Адинского датсана, дальше я созвал любителей краеведов нашего Адинского окружного центра и попросил их участвовать в группе, инициативной группе, чтобы начать как-то строительство этого субургана. Для строительства субургана вначале заложили бумба. Бумба – это небольшой кувшинчик с драгоценностями и разными реликвиями. В местности Барун-Жипхесл на горе Баян-Саган было их або. И это або почиталось, преклонялись ему, ежегодно проводили молебни. И не только молебни, а проводили здесь
сборы, собрания. Заложение бумба – это особый ритуал, сопровождаемый молитвами лам. Заложив бумба, мы одариваем драгоценностями хозяев местности, а взамен получаем землю. Так принято испокон веков. Даже перед строительством жилого дома на новом месте следует заложить бумба. И тогда в доме царит покой, беды и потрясения обходят стороной. Это тысячелетний опыт наших предков. Каждая местность имеет своего хозяина – Юлдак. У высокой горы также есть свой хозяин – Сабдак. Чем осторожнее отнесемся к окружающей природе, к своему очагу, тем лучше для нас и для хозяина местности. Сегодня мы уже понимаем, что изречение «мы не можем ждать милости от природы» оказалось заблуждением. Человек не является хозяином земли, и нарушать природный баланс нам никогда позволено не было. Катастрофы и разного рода катаклизмы – это результат нашего пренебрежения вековыми традициями предков, и это большинство из наших граждан уже понимают.
началось строительство Собургана. Самое сложное – это поиск стройматериалов. Ведь в бюджете строительство такого объекта не заложено. Весь строительный материал приобретен только на пожертвования верующих. Образовалась инициативная группа. Эту инициативную группу возглавил Цицков Владимир Циндаржевич. И подобрали коллектив, и в феврале 2008 года состоялось организационное собрание, где определились организационный комитет. 29 мая начали строительство данного Собургана. И было принято решение обратиться ко всем структурам, жителям нашего Одинского Бурятского автономного округа, близлежащих районов с просьбой принять активное участие. Дальше я созвал любителей краеведов нашего Одинского окружного центра и попросил их участвовать в группе, инициативной группе, чтобы начать как-то строительство этого Собургана. И в конце 2007 года я был на приеме у главы администрации нашего Одинского автономного округа Баира Василовича Замшуева, и Баир Василович поддержал нашу инициативу. Таким путем мы начали строительство. Для Дамба-Ротова это уже второй крупный Собурган. Все расчеты должны быть выдержаны, и строители должны сыграть по этим расчетам точно, словно по нотам. День за днем рос Собурган. В основании закладывает шум. Шум – это комплект атрибутов, за счет которых живет Собурган. Эти предметы будут служить для Собургана оружием самообороны против злых духов. Они будут заложены вовнутрь основания. Кроме
Кроме оружия закладывают и строительные инструменты – пилы, топоры, молотки и даже гвозди. Все эти предметы должны расположиться правильно относительно сторон света. Выше строится верхнее основание субургана, представляющее собой квадратную емкость. Туда же закладывают шун из глиняных статуэток Будды. С самого дна, расставляя глиняные статуэтки, заливают сухим песком и таким образом слой за слоем заполняют емкость. Песок должен быть совершенно сухим. И вот таким образом песок сушится на костре.
Статуэтки изготовляют из особой глины, двух видов – желтой и красной. Существует поверье, что у грешного человека, как бы он ни старался, глина и лепка не ладится. Такие мастерские за время строительства Субургана Юнденшодун открывались в нескольких местах поселка Гинское, в селах Сахюрта, Шолоте, Агахангел, Сагангула, Амитхаша, Судунтуй, Дагой, Соктахангел, Аргалей, поселке Магойтуй. Нужно было изготовить до 100 тысяч статуэток. Сейчас, по всей видимости, наступает время совершения добродетели, говорит буддист Севендер Жаламажапов. Как сказал Нагарджуна, жить в такое время – большая удача, и не в каждом нашем рождении выпадает такой шанс. Действительно, за последние годы в Аге построено множество субурганов, посвященных ламам Намнане у горы Хангула, Жибажемса Эрденеева в Хайтаге, Жамалдар Жигамбоева в Топтанае, Лобсон Чойпсона в Судунтуе, Лобсон Бальжиру в Дагое, открыт дацан в селе Узон, восстановлены дацаны в Зугалае, Гунее, восстановлена статуя Майдари в Цугале, такая же статуя восстанавливается в Агинском дацане. Начинается восстановление Субургана Юнденшодун в Цугале, и это приметы времени добродетелей. Но мы не можем знать, сколько будет длиться это время. Может год, может 10 лет, а может и все 100, а может завершиться уже через месяцы, и нужно успеть за это время совершить благодетель, накопить себе заслуги, помогая и внося свою лепту в дело восстановления святынь. Нагарджуна это время сравнивал с ягодами. К примеру, спелая земляника висит несколько дней. Тот, кто успевает их собрать, имеет ягоду долгую зимнюю стужу. Так и здесь. Кто успел совершить благодетель, пользуется плодами своей положительной кармы жизнь за жизнью. Поэтому нужно всегда быть готовым к добродетели. Невдалеке от Субургана гнездились два журавля. Мы долго искали яйца этих журавлей в камнях, но нашли лишь через неделю поисков. Интересно, что годом раньше при строительстве Субургана Намнане у горы Хангула также гнездились две особи. Это добрая примета. Мы смеемся, что журавли гнездятся там, где строит Тамбамижит Вечаротов, ведь Субурган Намнане строил тоже он, проживая в степи 2 месяца. Молодая пара новобрачных навестила Субурган в середине строительства. Идея строительства Субурги в том и заключалась, чтобы каждая пара новобрачных посещала это место в будущем, чтобы невеста знала, с каким родом она породнилась, ведь отныне она и ее дети будут представителями того рода, какому принадлежит ее муж. От старожилов она должна узнать историю своего рода, чтобы передать своим детям, воспитывая их, а те, в свою очередь, своим детям. Так зарождается связь поколений. Так всегда было, так будет и в будущем. Это часть традиции моего народа.
Начинается очередь закладки еще одного шума в цилиндрическое основание субургана. Принцип тот же, что и предыдущий шум. Также сухой песок, глиняные статуэтки, расставление, засыпание и все доверху. Вообще, все пустые полости должны быть до краев наполнены. Ни одного сантиметра пустого пространства не должно оставаться внутри субургана. Так сказано в священных текстах. Рядом с субурганом строилась символическая юрта. Вовнутрь тоже заложен шум, так что глиняные статуэтки потребовались в огромном количестве. Когда была готова главная бомба субургана, устанавливается сердцевина, иначе говоря, 40 шин, длинный кедровый столб. Процесс сложный. На днище клеится молитва, само дерево расписывается молитвами, затем заворачивается шелком в несколько слоев. Когда кедр спиливает в лесу, ламы читают определенную молитву, и кедр остается живым. После его установки кедр также не умирает, а начинается его вторая жизнь, как душа или сердце субургана. Это давняя традиция буддизма, и, как бы мы ни рассуждали, вековые традиции нужно уважать. Там истина.
После установки 40 шин начинается последний этап – закладка главного шума. Закладывают 9 видов драгоценностей, воду из всех источников и рек, лекарственные травы, вкусовые компоненты, глиняные статуэтки, буддийский ганжур, жадамба и другие мудрые книги, полезные ископаемые, злаки. Для шун была даже привезена вода из священной реки Ганга. Kurder yıldı Udur jılnut sobadak Sansır dülken hulgon so Kunena hungredek Aldo indu garungwi Nomung harvi yoldo he Nomung yahar yaphin tulo Amma ne bat me ho Omma ne bat me ho Kumum balon turkedo Zavun şargın şevahaş Usun durun baytara Utul khidje upgurkeş Ene nahın sohono Bakşalı rüyabda khe Unum bakşimam mentulo Omma ne bat me ho Omma ne bat me ho Omma ne bat me ho Nebiye munke bişey Ukşır kıdırce utıldık Mahabat mekiblega Ukşı kapşın derdak Enemin donahımda Kurban ürtmi oldu hep Kurban ürtmi olkin tubu Amma ne bat mehu Enemin donahımda Kurban ürtmi oldu hep Kurban ürtmi olkin tubu Amma ne bat mehu Amma ne bat mehu Amma ne bat mehu
Первый стой, сюда закладывай. Закладка шун не должна останавливаться, пока не закончится, поэтому продолжалась даже ночью при свете фар автомобилей и фонарей. Это очень кропотливая и тяжелая работа. Итак, весь шун уже заложен. Остается только чисто выбелить, очистить от мусора территорию. Начались последние приготовления для торжественного освящения Субургана. – 16 августа 2008 года. Этот день многим запомнился. Приехали ламы из всех датсанов страны во главе с главой традиционной санки России Хамбаламой Дамбой Аюшеевым. Начались молебны.
шіркін сағи маталған Онырхын байынхын хешігітен Үндірхін ағаты ағамыне Dedara sengole Şirdigite talara sorhulha Şedite arşante ağamane Bolagate alxana Borjamo şoboxe jegene Borxın boryatxın ormane Batarari kuboder sorxagle
сахило урын кудер тахано урман эрар күлкеге угин дунген туреге дурим шевшин зурихан дуэнам жархаргеном дурсын шаме хорелхан дунэм гандар улгеном Сулем зеделур хуже мунген таханум хулы зеларда бола хуне жаргалане рола дурим шевшин зурихан дуэнам жархаргеном дурсын шаме хорелхан дунэм гандар улгеном дурим шевшин зурихан дуэнам жархаргеном дурсын шаме хорелхан дунэм гандар улгеном дунэм гандар улгеном дунэм гандар улгеном.
сашана сыбырлын Боддайығы бұрқында бойын саға ақсыр яу Менға хәйі ханажы мұңқы зулан осойу Уммане бәдмәхум Место, где построен этот субурган, называется Баян-Саган, а Ово, которое почиталось, называлось Улан-Залата. Хозяином этой горы является Зала-Бабы. Хранителем Зала-Бабы является Зеленая Тара. Все мы знаем мантру Зеленой Тары «Ом-дари-дудари-дури-суха». Зеленая Тара, как известно, имеет способность явиться и помочь мгновенно. После молебна Хамбалама сказал следующее. Этот субурган означает дружбу и крепость человеческих отношений, чтобы люди, проживающие внутри 8 родов, и других людей, кто живут на Агинской степи и вокруг Забайкальского края, чтобы они были дружными и крепкими, как агинские сыновья 8 родов. Мы подняли те с них субурганы, мы возвысили свой народ и сказали, у нас есть история, у нас есть прошедшее, и у нас будет будущее. И вот сегодня я хочу сказать, Баир Байсхаланович, большое спасибо за то, что вы сделали нашему духовенству. От чистого сердца. И мы уверены, что в следующее перерождение вы лично будете жить в небесах на раю. И я хочу сказать от наших лам спасибо Сриндан Докбаеву, нашему великому другу и буддисту, что вы вместе с Баир Байсхалановичем подняли Агинский округ до высокого уровня. И пока на этой земле будут рождаться такие сыновья, этому народу будет большое будущее. Вот так закончилось восстановление еще одной нашей разрушенной святыни. Как много мы потеряли по собственному неведению и как трудно все это восстанавливать. Опять от нас потребовался героизм и подвиг. Более 70 лет мы жили счастливо с идеей коммунизма, и лимит того счастья оказался ограниченным, и в итоге на грани утраты самое святое – наша культура и, главное, язык, как основа нации и источник развития этноса. Но в том весь парадокс, что в своих бедах абсолютно неразумно винить коммунизм или социализм, политический строй вообще, и тем более является невежеством оскорбления своего прошлого и искажения своей истории. Главное в том, что политический строй государства в целом никак не влияет на личное счастье человека.
Это догма, которую мы должны усвоить. Личное счастье зависит от положительной кармы каждого из нас, которую мы строим сами. Это тоже догма, которую нужно нам усвоить. Теперь мы понимаем, что существует личная карма, карма общественная, карма нации, карма государства. Улучшение нашей национальной кармы начинается с соблюдения нескольких простых правил. Первое – это, конечно же, соблюдение 10 заповедей добродетелей. Второе – это осуществление такой структуры управления, которая учитывала бы интересы не только властных структур, но и своей национальной культуры. Третье – это предоставление детям возможности изучения буддийской философии. От имени Организационного комитета большая благодарность, большое человеческое спасибо всем труженикам, жителям нашего Одинцовского Бурятского округа, всем жителям Забайкальского края, которые приняли активное участие именно в сборе средств в строительстве данного субургана. В заключение хочу выразить огромное спасибо всему многонациональному народу нашей Одинцовской земли за тот большой вклад, который внесли в строительство субургана. Поэтому огромное спасибо всем нашим землякам. Да пусть процветает наша древняя Одинцовская земля. Таежная, озерная, степная, ты добрым светом солнечным полна, цветущая от края и до края. Вот счастлива родная сторона, цветущая от края и до края. Вот счастлива родная сторона. Брусничный дух, черемухи дыхание, лилового багульника настой. Я не дышу, я пью благоухание моей земли равнинной и лесной. Прими, земля, сыновнее спасибо, святой водой Байкала угости, чтоб я обрел невиданную силу для дальнего нелегкого пути. Чтоб я обрел невиданную силу для дальнего нелегкого пути. С тобой, земля, мы слиты воедино, моею стала и судьба твоя. Поклон тебе от сердца край родимый, любимая Бурятия моя. Поклон тебе от сердца